Ох, успели проночевать на поле, приехал трактор, сейчас будет убирать сено. Хорошо, хоть не рано приехал, не в 6 утра, сейчас уже 11 час. Мы спокойно собираемся и едем. Здесь вон как даже сделали. Машины вообще прищемляют. Это двухсторонка, но полоса для машин буквально односторонняя получается. А для велосипедов полосы с одной и с другой стороны. То есть вот как даже делают. Молодцы, похвально. Нам до этого, конечно, еще ой как далеко. Просто до качества асфальта даже далеко. Не то, чтобы выделять велополосы. Еще здесь дорогу велосипедисты делят с мопедами. То есть это все разрешено, показано на указателях. То есть такого я пока нигде не видел. Вон еще едет мопед. Вначале я даже разозлился, думаю, что это по велодорожке едут. Но ничего, можно. Дороги позволяют. Сколько едем, Икею первый раз увидели. В Швеции ни разу не видели Икею. Хотя она как бы шведская. Покажем голландский переход велосипедный. Не так-то и просто здесь дорогу перейти. Только я не понял здесь пока, какое правило работает. Помеха справа, видимо. Просто все в разнобой едут, как сперматозоиды, я не знаю. Сколько велосипедам осталось, вот показывает шкала. Она идет донизу.
Все, доброе утро. Проснулись, уже собрались. Сегодня ночевали в таком поле замечательном. Там как для нас площадка. Сегодня едем до Амстердама, нам где-то 200 километров, да? Даже меньше, наверное, уже немножко. Мы нашли вписку на Вормшаурсе. Не в самом Амстердаме, в Харлеме. Вот сейчас мы туда едем. И это нам придает силы, когда уже есть где остановиться. Такой есть стимул хороший ехать. Вот сейчас дни жаркие, и это хорошо. Наслаждаемся, пока они жаркие. Солнце светит. Вчера было где-то около 30 градусов в тени. Сегодня где-то тоже так же будет. Ну, нормально. Мы уже проходили через это. Мы еще с комарами были. И в Вологодских областях. Да, слепни, комары, мошки. Сейчас никого нет, только жара, так что условия вообще божеские, на самом деле, очень классные. Ладно, едем. Аечка тут выбрасывает лишний балласт. Вон, Настя поднимается на ней. Ая, это же твои игрушки, ты же скучать потом по ним будешь. Я понимаю, у тебя уже взрослая жизнь началась, ходишь, но все же. С старой жизнью надо распрощаться. Легко и просто. Я выбросил. За водой. Нас пригласили в гости. Little movie. Вот мы в голландском. One year. Leuk. Fijn. En wat moet jij hebben te eten? Of heeft ze wel ruim vlees hier? Just to start school, about 2. Hoe ze heet? Is het goed? Die vis is lekker. Ja. Goed zo. In the road. Ja? 3 months? Yes, sure. Okay. Now from Germany. Yeah. The day before yesterday we came to our people in Russia donate some money for us, and we have website and Побывали в доме. Good roof. Ja. It's very good. Riet. Riet noemen wij dat. Riet. Riet. Ага. Dat is aan de kant van de dingen. Вот Uiteraard. классная крыша. Здесь такая вот. Heb je daar nog plaats voor die tas? Да. You can find a place daarvoor? Yeah. For the ja, oké. Вот, и так здорово побывать в голландском доме, в гостях. Вот, спасибо. Педанке, вот так говорится. Ja. Да, Педанк. педанк, Bedankt. Ja. педанк. Едем. Оп, бай-бай. Даже грустно так вот, познакомишься быстренько и едешь. Накормили. 20 минут в гостях, а как будто 2 дня. Да, воды дали. Вот. Поехали дальше. Фух, валяемся в кустах, короче, в тени деревьев. Сегодня невозможно, просто жара. Ох, Аечка даже проснулась, мы уже пообедали, поехали. Буквально полчаса не проехали, Аечка проснулась, хотя она должна часа 2 спать как минимум. Вот, все-таки жарковато ехать при закрытом тенте. Не тенте, а сетке. Сетку закрываешь, и все равно воздух не так сильно поступает, ей жарко там получается. А с открытой ехать тоже тяжело, потому что солнце светит. Вот. И мы придумали вот эту штуку хотя бы как-то. Но посмотрим, испытаем ее потом. Вот. Прицеп приходится самому дорабатывать в любом случае. Что и с этим колесом случай, когда нашли место для него хорошее. Иначе он бы валялся бы
в багажнике занимал бы место. То есть сами додумываем. Солнечные панели на зарядках. Все, сейчас опять валяться. Сейчас время 4:30. Еще час. Короче, под закат поедем. Ну, приятнее ехать под закат. Все равно не дает. Здесь очень много каналов. Голландия, это она практически чуть ли не ниже уровня моря, не намногим выше. Вот. И вся вода здесь цвета прям навоза, смешанного с водой. Вот. Много стоков с полей, на которые много навоза очень прям при нас выливается, ну, для удобрений. То есть эта вода вообще непригодная ни для питья. Сюда и просто покупаться нет желания залезать даже в такую погоду. Сейчас жара спала, можно хоть ехать. Аечка вроде довольна, да и мы полегче сейчас стало. О, Голландия, Голландия настолько крута, что аж скучно. Рельеф просто плоскач, без горочек, везде велодорожки. Нам нужен хоррор с плохим асфальтом и единственной дорогой. Делить место с фурами. Оп-оп. А вот здесь узенько. Оп. Прошли. Все только снять, надо будет сразу открыть.
едем. Ветерочек сегодня встречный. На дороге здесь прям осень под тополями. Тополя всегда такой первый признак надвигающейся осени. Быстро желтеют листья. Ух, едем, едем. Везде запах навоза, нос сшибает просто. Везде все засеяно. Вчера еле-еле нашли место под ночевку. Вот. Ничего, нашли. Так интереснее даже. Здешние места мне напоминают очень сильно Китай. Когда я заехал 3 года назад, в 2016 году, тоже было сложно найти место под ночевку. Одни поля, кукуруза, много чего. Вот, и каждое утро в таком мареве было. Не знаю из-за чего. Может, из-за смога, но вряд ли. Там просто сама по себе местность такая. Октябрь месяц. Ну, в общем, вот эта Голландия сельскохозяйственная, очень Китай напоминает. С таким же запахом, с таким же видом. Все плоское, плоскач. Это вот эта великая китайская равнина, как ее называют. Это великая голландская, отвоеванная у моря. Сейчас искупались на пляже, сходили, хоть соль смыли с себя в несоленой воде. Хотя это уже соединяется с Северным морем, но вода здесь вся речная. Вот, и видно, вот дамба идет. И насколько земля ниже уровня моря. То есть метра на 2, на 3, наверное, точно. То есть даже невооруженным глазом видно.
Надькино второе море. Да. А если у меня посчитать, то даже бог знает сколько. Десятка есть, я не знаю, надо посчитать. И есть. Все, нашли место. Аечка, смотри, скажи что-нибудь. Нет, она там занята. Нашли место замечательное просто. Мы нашли лес в Нидерландах. Самый настоящий практически лес. Ну, это какой-то парк. Естественно, еще бы лес был бы не парком охраняемым. Вот. Но он не охраняемый. До Амстердама всего 60 километров, и я думал, что сложнее будет найти место под палатку. Но нет. Здесь и мы очень счастливы. Сейчас вот готовим кушать. Кускус с макаронами и фаршем. Вот. Так что будем сегодня вкусно кушать. Ветер был встречный. 53 километра проехали. Встречный вымотал, во как. С прицепом вдвое сложнее ехать, чем без прицепа. Вот, а со встречным ветром сильным вдвое сложнее ехать, чем с прицепом. Ну, с прицепом в смысле. Вдвое сложнее, потому что прицеп парусит очень сильно. Вот, и не дает нормально ехать. Все, отдыхаем. Завтра в Амстердам мы еще не заедем. Будем перед ним ночевать, чтобы послезавтра полноценный день у нас был в Амстердаме покатать. И потом уже поехать на место в Писке, в Харлеме. Ну что, все, мы под Амстердамом уже, можно сказать. Решили сегодня поехать в Амстердам. Не завтра. Завтра нас ждут
в Харлеме. Вот. Но решили завтра пораньше просто туда приехать. А ночевать сегодня за Амстердамом. То есть сегодня посвятить городу вечернему. Посмотрим сейчас, погуляем там, поездим. Чуть-чуть осталось все равно. Айчик там вроде спать пытается. С зарядкой проблема на телефоне, поэтому меньше снимаю. Как позволяет солнце. Пауэрбанк тот крякнул еще в Швеции. Мне его так не удалось нормально починить. Нету сварки. Ой, паяльника. Потом нам ребята подарили. Южкарлинские. Тоже пауэрбанк. Он тоже крякнул. Не знаю почему. Он не хочет заряжаться. Вот так. Ну все, в общем, мы уже в Амстердаме. Только он начался. Мы едем и даже немножко не осознаем, вот, что мы своим ходом доехали до Амстердама. Когда-то это вообще казалось так далеко. Недавно вроде выехали, только были в Чувашии. Уже в Амстердаме. Обалдеть. Это круто. Вот что жизнь-то делает. Не жизнь, конечно, мы сами это все создаем. Сейчас, в общем, едем в центр, там потусуемся, посмотрим, что как. Зашли в супермаркет, чтобы взять здесь что-нибудь, а потом в центре посидеть. Вот здесь и мы давно не видели охрану в супермаркете. Здесь она есть. Вот. Значит, весело здесь. Тут, конечно, капец. Эти черные такие борзые, иммигранты, беженцы, я не знаю, кто они. Едут два персонажа черных, зря жалко не заснял. Едут вдвоем и всю дорогу перекрывают. Я как бы сказал, конечно, на русском, типа уйди. И он давай права качать. Едет и говорит, типа, обгоняй по дороге. Ну вообще это вот называется, пустили в свою страну, хрен поймешь кого просто. И обалдеть, я офигел просто. И у меня теперь отношение к эмигрантам здесь такое, наверное, радикальное после этого. Одного случая станет. Я понимаю, что не все такие, конечно, но как бы, я не знаю, человек просто не соблюдает правила, едет, общается со своим другом и качает права, что, мол, обгоняет по дороге. Куда я с прицепом по дороге-то буду
буду обгонять. Хай. А так Амстердам обалденный. Ну, кто бы мог сомневаться, вот когда едешь по таким третьестепенным улицам, все спокойно. Да. Город просто обалденный, вообще красивый, каналов много, но время поджимает, нам надо ночевку искать, успевать. Хочется до темна это сделать. Вот, и надо выехать хоть за пределы города и там поискать. В темноте будет сложно это делать, тем более в Нидерландах.